Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на эту неделю. Что ждет, что будет, что вам по судьбе, какие события, перемены ворвутся в вашу жизнь. Советы, предупреждения. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, чего вам ждать, на что надеяться и что точно произойдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, у вас тут чаша вышла, это очень классный знак. Ну, давайте пойдем по порядку. В самом начале недели я вижу, что за что-то вы будете переживать, какое-то даже напряжение ваше чувствую. Ситуация, либо проблема, либо какая-то неразбериха даже может происходить. Значит, мои хорошие, держите себя в руках. С вами ничего плохого не случится, это здесь точно показано. Но на нервной почве, на вот этих переживаниях вы можете допускать какие-то ошибки. Поэтому максимально концентрируйтесь, понимайте, что ничего плохого не произойдет, делайте все в своем режиме, в своей скорости и не забывайте контролировать либо проверять, да, что уже сделано. Это очень важно. То есть именно в такой очередности. Вы спокойны, вы медленно, либо в своей скорости это все делаете, как говорится, медленно, но четко. Потом вы возвращаетесь, проверяете, идете дальше. Здесь возможно именно так разволноваться, либо распереживаться, что вы можете допускать какие-то ошибки. Ошибки, которые будут потом влиять. И все равно потом придется возвращаться, потом придется все равно переделывать, вы будете терять время, вы еще больше будете нервничать. Ну, понимаете, да, все это может такой прям комок нервов скататься, сложиться, да, и приятного здесь мало. Также здесь как совет и рекомендация искать либо соратников, либо помощников. Да? Не бойтесь просить о помощи, либо не бойтесь делегировать какие-то свои полномочия и обязанности. То есть в одиночку это очень тяжело, это просто невероятно. Да, вы можете, и да, вы еще и в худших ситуациях бывали, но сейчас у вас есть возможность кого-то привлечь, либо кого-то попросить, либо с кем-то договориться. Не пренебрегайте этим. Помощь вам очень-очень нужна. Да? Себя вот так перегружать, особенно эмоционально перегружать, оно того не стоит. Потому что на почве такой перегрузки, да, могут быть и проблемы со сном, проблемы с аппетитом. Кто-то вообще есть перестанет, а кто-то наоборот заедать начнет все эти проблемы. Поэтому, мои хорошие, ищите помощников, ищите соратников, благо такие люди вокруг вас будут. Так, еще две неожиданности. Две неожиданности, которые подстерегают вас на этой неделе. Одна неожиданность связана с каким-то человеком с инициалом на букву «С», а вторая неожиданность – это что-то вот чисто, знаете, такое механическое, техническое. Ну, допустим, могут ломаться какие-то бытовые вещи, да, там, чайник, стиралка, может быть, даже какой-нибудь там миксер, телефон, да, вот что-то может ломаться, выходить из строя. Ничего здесь криминального нет, все вещи, они не вечны, да, и подвержены износу. То есть ничего криминального в этом нет. Сломалась вещь, несем в ремонт, ремонтируем, дальше пользуемся. Просто это как-то прям неожиданно для вас случится. И второй момент, он связан с человеком. Человек может вас, ну, банально подвести, да, взять на себя какие-то обязательства и их не выполнить, да, либо там благополучненько про все забыть, заняться чем-то другим, не знаю, пропасть, отморозиться. Ну, у каждого по-своему отыграется. То есть имейте это в виду. Два раза, две неожиданности. Одна связана с человеком, вторая чисто вот такая механическая, техническая. Если у вас есть автомобиль, проверяйте перед выездом. Если есть какие-то неполадки, либо вас что-то смущает, не ленитесь, идите на техобслуживание, на автосервис едьте и все это проверяйте. И тогда все будет просто замечательно.
Так, следующий момент. Я вижу, что здесь вы как между двух огней. С одной стороны один человек, либо группа людей, с другой стороны другой человек, либо другая группа людей. И вот и тот, и другой пытаются вас перетянуть на свою сторону, либо пытаются убедить в какой-то своей правде. Здесь очень важно оставаться в нейтралитете, то есть не выбирать ни одну, ни другую сторону. Даже если хочется какую-то сторону выбрать, все равно себя остановите. Вот ваше вот такое независимое состояние положения, оно самое выигрышное. Вы это поймете, когда эта ситуация будет уже подходить к финалу. Очень важно оставаться вот и ни туда, ни сюда, вот сама по себе, либо сам по себе. Сумеете остаться в таком положении, ну считайте, что у вас все получилось. Если вас кто-то убедит, перетянет, ну будете с теми людьми тоже как-то либо ответственность делить, либо может там придется извиняться, оправдываться. Зачем вам это нужно? Не нужно. Оставайтесь в нейтралитете. Всегда можете сказать, что мне некогда, я занят, у меня там свои задачи, переживания, пожалуйста, оставьте меня в покое. Я как бы независимая единица, да, ни туда я не пойду. Так, следующий момент. Важная какая-то переписка вас ждет. Практически всю неделю вы будете с кем-то переписываться. У одних отыграется деловая переписка, обмен какими-то бумажками, информацией, может быть, даже получение каких-то бумажек, информации. А у других чисто любовная тематика. Да? Вот любовная переписка всю неделю, вы там в телефоне, либо вы там в компьютере, и вот гоняете слова туда-сюда, да, по проводам, по связи, по интернет-связи. Слушайте, так увлеченно вы будете переписываться, очень много будете тратить время на эту переписку. И также очень много будете узнавать. Ну, понятно, если деловая переписка, то вы узнаете очень много каких-то важных, нужных фактов, какие-то знания прям дополнительные у вас появятся. Если это любовная переписка, то вы человека очень хорошо узнаете за эту неделю посредством именно этой переписки. То есть человек будет открыт, человек будет с вами общаться, человек будет вам давать информацию, отвечать на все ваши вопросы, ну и, соответственно, всю свою подноготню будет вам сообщать. Да, много времени вот именно в телефоне либо в компьютере проводите. Берегите свои глаза. Либо хотя бы делайте периодически какую-то зарядочку. Да, отвлекайтесь от этого телефона, прям откладывайте, там, смотрите вдаль, смотрите прямо на кончик носа, да, тренируйте свои глаза. Потому что может быть напряжение в глазах, и как следствие там, и глаза чесаться будут, и красные будут, а кто-то даже почувствует, что уже плохо видит. Но это не значит, что вы стали плохо видеть. Это просто перенапряжение именно самого глаза. Кстати, берегите свои глаза. Так, еще. Здесь я вижу, что вы кому-то будете идти как на поклон. Ну, то есть человек, скорее всего, как начальник, руководитель, либо очень уполномоченный человек, да, такое важное лицо. Вы идете к этому человеку, вы на ступеньку стоите ниже, вы по-доброму к этому человеку идете, с хорошим, добрым разговором, то есть с вежливым разговором, с учтивым разговором, да, то есть там по имени, по фамилии, с таким уважительным тоном вы к человеку. А человек, смотрите, какой надменный. Вот стоит, так руки в боки поставил, да, типа, вот что ты ко мне пришла, что ты хочешь, что ты у меня просишь. Знаете, вас очень сильно это разозлит, и я вижу, что вы вот выскажитесь, очень резко выскажитесь. И у вас такая мысль, да, ага, ну раз ты так со мной, значит ничего я не получу, ничего я не смогу добиться, ну я сейчас тебе все расскажу. Вы этому человеку, значит, все рассказываете, и этот человек меняет вот эту свою пафосность на учтивость, либо, знаете, вот желание от вас как избавиться, выпроводить, меняет на живой интерес. То есть вы этого человека, грубо говоря, таким дурным тоном убедите, что вам нужна помощь, либо что вас нужно выслушать. То есть какой-то поразительный эффект это все произведет. То есть когда вы по-хорошему, значит, на вас даже внимания не обращают, а когда вы начинаете хамить, грубить и действительно высказывать свое негодование, то человек резко меняется в лице и говорит, ну что вы, зачем вы тогда, давайте обсудим, что я могу для вас сделать, да, прям сама учтивость. Такой поразительный эффект. Мои хорошие, но это не значит, что вы со всеми должны так общаться. Просто вот такой человек вам попался. Видно, он хороших слов никогда не слышал, либо очень дурно воспитан и понимает, что прав тот, кто громче всех кричит, да, и поэтому на него это подействует, либо на нее это подействует. Так, еще в левой стороне какие-то разборки. Разборки
Причем люди будут разбираться из-за чего-то материального. То есть, я так понимаю, деньги. У одних отыграется, что в семье будет разбор полетов. Где деньги, там, куда тратятся, почему так мало остается, почему ты мало зарабатываешь, там, да, ты куда тратишь. Ну, такая, знаете, небольшая ссора. Поучительная, кстати, ссора, где вы друг друга вот прям прошерстите, да, куда деньги уходят. Либо на работе может быть выяснение отношений с начальником, который, ну, допустим, обещал одну сумму, платит меньше. Либо вам, например, нужно куда-то отпроситься по своим делам, вы подходите, человек говорит: ну нет, я тебя не отпущу, а кто работать будет, да, и начинает там вам рассказывать, как сложно, как трудно. Да, и вот будут выяснения. То есть вы тоже станете в позу и начнете этому человеку объяснять, что извините, я тут с утра до ночи батрачу, и если у меня есть какие-то дела, почему я не могу пойти по своим делам? Я что, каждый день отпрашиваюсь? Да, я тут больше всех работаю, либо за всех работаю. Да, ну, то есть придется еще за себя постоять. Но, тем не менее, вот разговор начинается с такой повышенной ноты, но заканчивается очень положительно. То есть люди договариваются. Например, договариваются сократить расходы, пытаться увеличить доходы, либо начальник соглашается с тем, что да, я обещал платить больше, я буду платить больше. Либо тебе нужен отгул, на, пожалуйста, бери отгул. Да, вот такие разборочки у вас будут. Так, следующий момент. Здесь, кстати, с соседями может быть напряжение. Ваши соседи, ну, допустим, соседи могут шуметь, либо вас обвинять в том, что вы шумите. Возможно, с этими соседями вы раньше не общались, либо общались очень так в позитивном ключе, но здесь придется немножечко, так знаете, пособачиться с друг другом. В принципе, ничего критичного, но и приятного, соответственно, тоже ничего особо нет. Ну, это жизнь. Дела житейские со всеми бывают. Может быть, музыку кто-то громко будет слушать, либо там что-то праздновать, либо ремонтировать, да, в неурочное время. Ну, мои хорошие, такие особенности жизни с соседями. Все бывает. Так, правая сторона. С правой стороны, кто себя чувствовал не очень хорошо, здесь идет какое-то улучшение, облегчение. Ну, прям почувствуете, да, вот прям легче, лучше, да, я вот там разговаривать могу свободно, горло не болит, там, голова не болит, там, насморок прошел, да, вот слабость прошла, да, человек себя чувствует лучше, да, и всю неделю, вот каждый день вы будете отмечать, что вам все лучше и лучше и лучше становится. И если вы проходите какую-то терапию, да, занимаетесь, ну, вернее, какой-то курс препаратов, либо, может быть, какие-то массажи вы проходите, да, вот прям будете чувствовать с каждым разом, что ой, а мне легче, а мне лучше, а уже не тянет, а уже не болит, а уже прострела нет, да, прям будете это отмечать. Ну, это все на пользу, вы явно идете на поправку. То же самое, если кто-то из ваших близких себя не очень хорошо чувствовал, то же самое, будет человек отмечать, что мне легче, мне лучше, и прям уже бодрячком, да, и все хорошо. Будете радоваться либо за себя, либо за близкого человека. Так, еще. Здесь очень хищная птица, которая ест у вас с рук. Может быть, этого человека вы побаивались. Может быть, человек с плохой репутацией. Да? Ну, все бывает. Смотрите, вы с этим человеком очень мило, очень так по-хорошему либо сотрудничаете, либо общаетесь, либо даже в какой-то общей компании находитесь. Может быть, человека этого все боятся, да, либо все знают о плохой репутации. Окажется, что обычный человек, ничего там прям такого страшного, криминального нет. Человек как человек. Ну да, суровая наружность, ну да, резкий на слово. Но тем не менее, если по-хорошему, то все будет хорошо. То есть, да, вы с этим человеком подружитесь, будете контактировать, да, что там между вами общее будет происходить. Так, дальше. Розовые очки. На какую-то ситуацию вы смотрели просто в розовых очках. Вот чего-то не замечали, чего-то не видели. Как-то, может быть, самонадеянно себя вели, да, думали, что что там, проскочу, все будет хорошо. Вам кто-то открывает глаза, прям снимает с вас эти розовые очки и прям по полочкам рассказывает. Вот здесь плохо, вот здесь сложно, вот тут узкое место, да, вот прям человек вам все-все-все распишет, расскажет и откроет вам глаза. Вы очень удивитесь, как много вы не отмечали, не замечали, либо просто пропускали мимо. Но будете очень благодарны этому человеку за то, что не прошел мимо, за то, что не дал вам, да, вот так легкомысленно допустить ошибку, да, что объяснил, рассказал, ну, и научил, да, дал подсказочку.
захочется отблагодарить этого человека, очень захочется. Но я так понимаю, человек подарков не будет принимать. Может быть, куда-то вместе сходите, там, не знаю, в кафе, либо тортик спечете этому человеку. Ну, кто как привык давать благодарность. Вот. Ну, явно денег принимать этот человек не будет, а вот какие-то такие милые вещички в виде там тортика, в виде там цветов, может быть, это да, там конфеты, что обычно дают благодарность, это да, это вы можете сделать. Так, еще время с семьей. На этой неделе у вас будет очень мало времени на вашу семью. Может быть, у вас есть какие-то планы, куда-то сходить с детьми, с внуками, там, да, вместе что-то сделать, там, посмотреть фильм, купить что-то, да. Времени будет очень мало, и, скорее всего, эти планы вы будете двигать, и вот додвигаете до выходных дней. А выходные дни прям захочется и отдохнуть, да, ведь что там, суббота, воскресенье, мои хорошие. Но ваши близкие, они на вас не обижаются. Даже если вы пообещали, они на вас не обижаются. Они видят, как вам тяжело, они видят, как вы много на себе вот несете, взвалили. И поверьте, поверьте, они вас любят. И к вам нет никаких претензий. Это лично ваши муки совести, да, потому что вы такой человек ответственный. То, что вы там себе запланировали, либо пообещали, вот кажется, что нужно выполнить. Да? Но знаете, всему есть предел. И если стоит выбор куда-то пойти с семьей, либо просто вот банально отдохнуть, выдохнуть все эти проблемы, лучше останьтесь дома, отдохните и выдохните. Ваши близкие всегда с вами и всегда вас поддержат. Будет новый день, будут новые обстоятельства, тогда уже вместе и пойдете. Да? Не надо вот это вот тащить с последних сил. Поверьте, это чревато. Чревато и по здоровью, и по психосоматике, и по эмоциям, и да вообще, да, по мозговой активности. Это все чревато. Не надо. Лучше отдыхайте. Отдыхайте, выдыхайте. Ваши близкие сами себя смогут развлечь. А, допустим, через неделю вы уже куда-нибудь вместе действительно пойдете, и то, что вы запланировали, все выполните. Так, чаша. Ну, по чаше тут у нас очень часто проходят прекрасные события. Проходят подарки, проходят денежные поступления, проходят признания в любви, да, но вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Кому-то вот прям мужчина признается, что любит, признается, что ценит, признается, что вы самая лучшая, да, либо если смотрят меня мужчины, женщина признается, что вы самый лучший для нее. То есть это будет очень неожиданно, потому что вы местами поменялись. То есть вы на его сторону зашли, а он вышел на вашу сторону. Да, возможно, вы в свое время этому человеку признавались, либо показывали такое нежное, любовное отношение. Да, а человек просто принимал, никакого ответа не давал. А теперь вы меняетесь местами. Теперь вам признаются, а вы принимаете. То же самое, да, подарочки вам. Подарочки как знаки любви. Да, вот знаки любви, знаки заботы. Ну, у каждого по-своему отыграется. Это будет очень приятно. Даже не сам подарок будет приятен, а приятно, что именно конкретно этот человек мне сделал подарок. Так, ну и по поводу денег. Если мы говорим про деньги, то деньги будут поступать именно в знак оплаты, в знак благодарности и как оценка вас, да, оценка вас. Это не значит, что прям зарплату дадут повышенную, да, хотя может быть такое. Больше похоже на какие-то комиссионные, на проценты, на премии, на чаевые в конце-то концов, да, вот что дают сверху. Ну и опять же, любимый человек может вам денежку дать и сказать, ну вот иди купи, что тебе надо, что ты хотела. А может быть, вы просили уже на что-то, и человек вот помнит, что пообещал, вам будет давать денежку. Тоже очень приятно. Мои хорошие, здесь в венце знак того, что высшие силы вас защищают и оберегают. В ближайшую неделю очень много будет интересных подсказок, каких-то, знаете, наводок, ярких снов, да, знаки, сигналы. Вы прям будете ловить себя на мысли, что вот дежавю, да, вот уже где-то видела, уже со мной такое было. Да, вот я знаю, что будет дальше. Вы будете даже всех своих окружающих шокировать какими-то очень меткими и точными предсказаниями. Вы сами не будете понимать, откуда берутся эти предсказания, но все, что вы будете говорить, ну практически, да, 99,9% будет случаться и исполняться. Да, будете удивлены вы,
и будут удивлены все ваши близкие. Ну а высшие силы будут стоять за вами и улыбаться. Улыбаться и радоваться вам. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.